Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 17 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Это отношения, работа, финансы и неожиданности дня. Итак, двойка мечей. Карта, которая говорит о том, что вам придется сегодня либо принимать решение какое-то очень важное для вас, либо придется думать о том, как решить вопросы с близкими людьми, с близким кругом, да. Карта вообще двойка мечей, она не имеет центра, да, то есть мысли в одну сторону, мысли в другую. Подумали так хорошо, но это же и плохо, да, то есть все время такое вот состояние какого-то раздвоения, невозможность принять решение просто из-за того, что либо чего-то боимся, либо просто не доверяем себе, или, может быть, боимся повторения того, что было в прошлом. То есть вот гора страхов каких-то, она мешает принять решение, мешает находиться в равновесии. Что здесь можно сделать по этой карте? Ну, прежде всего, стоит переключиться. Вот это же у нас мечи, то есть наши мысли, слова, да, когда мы лишь только много думаем, много говорим, но мало делаем. А нам нужно начать действовать. Самое лучшее, что мы можем сделать, вот у нас тут луна, вода, да, самое лучшее – это заняться домом. Заняться какой-то уборкой, либо готовить начать, в общем, что-то такое начать делать, чтобы вот эту энергию мысли пустить сразу в дело. Причем, чтобы это было полезное какое-то дело, семейное дело, да. Вот. Также карта может говорить еще о том, что неплохо было бы сегодня с родителями, может быть, отношения наладить, либо наоборот, может быть, закрыться от общения с родителями, если они очень сильно на вас влияют негативно. Такое тоже бывает часто. Кроме того, может быть, нужно закончить какую-то ситуацию. Посмотрите, башня у нас тут рядом. Закончить какую-то ситуацию, прям крест на ней поставить, да, которая вас выматывает, которая заставляет вас сомневаться. Да. Это может быть два партнера, никак не можете выбрать. Откажитесь пока что вообще от обоих. Или, может быть, две работы, да, не можете выбрать. Откажитесь вообще и от той, и от другой. То есть нужно просто, если не можете выбрать, лучше всего вообще отказаться. И тогда какая ваша, да, или какой ваш человек, он все равно с вами останется. То есть ваша от вас никуда не уйдет. Откажитесь, поставьте точку, вам будет легче, у вас проявится энергия, которая вот была, сдерживалась, да, и вы можете начать, наконец, какие-то свои вот желания осуществлять. А иначе вы просто теряете энергию, не можете тут ничего толком предпринять. Кроме того, может быть, здесь карта еще часто показывает потерянные какие-то вещи, потерянные, как бы, потерянные ценности, да. Вот, скорее всего, вы найдете, потому что вот здесь вот такие карты в окружении, да, которые говорят о том, что найдете потерянное. Либо вернется человек, вот, о котором вы много раньше думали, да. Что будет мешать? Башня у нас выпадает карта, да. Вот если, допустим, вы принимаете решение, это не значит, что вы потеряете все абсолютно, да, то есть у вас такое ощущение, что вот если вы сейчас примете какое-то конкретное решение, вы можете вообще остаться без всего. Нет, это не так. Вы потеряете только то, что вам мешает, только то, что не ваше. Вот башня, она только выглядит угрожающе, устрашающе, да, на самом деле это как раз то, что нам необходимо. Если мы слишком много на себе тащим, если слишком давит на нас прошлое, какие-то страхи, может быть, что-то давно уже нужно отпустить, а вы все никак это не решитесь, да, сделать. И происходят события, которые, ну, как бы заставляют нас отпустить то, что нам уже не нужно. И вот если мы будем ждать, когда это произойдет, вот тогда это плохо. Лучше всего самим сделать шаг, самим принять решение. Тогда мы чувствуем себя хозяевами своей судьбы, тогда мы влияем на свою судьбу сами. А по Луне мы обычно бездействуем, да, по Луне мы обычно поддаемся просто обстоятельствам.
Вот, а нам нужно самим просто активно начать действовать, принять решение любое, начать хоть что-то делать для того, чтобы вот наша ситуация здесь разрешилась, улучшилась и так далее. И что будет помогать сегодня? Вот семерка кубков на удачу нам карта. Это значит, будут помогать наши желания, да, наши стремления. Такое, чем больше мы будем здесь желать, хотеть, тем легче нам выйти вот из этого состояния, да. Чем больше мы отказываемся от чего-то для себя, тем труднее нам выходить вот из этой нерешительности. То есть нужно захотеть жить, нужно захотеть для себя всего самого лучшего мужчину-женщину, самый лучший там дом, квартиру, самую лучшую работу и так далее. Поехать туда, куда хотите, приобрести то, что хотите. То есть вам нужно включить, наконец, желание жить. Такое ощущение, что вы поставили на себе крест, и вам кажется, что уже вообще ничего не будет в жизни. Это как раз вам и вредит. Избавиться нужно от этого и начать мечтать, начать хотеть чего-то для себя, не для своих близких, не для своей семьи, а вот именно для себя. Это выведет вас из состояния потери энергии, потери сил, какой-то вот депрессии, да. Также семерка кубков – это у нас Венера в Скорпионе астрологически, да. А это значит, что вот по Скорпиону у нас глубоко в подсознании есть какие-то желания, которые мы в себе подавляем, да? И нужно дать себе возможность хотя бы помечтать об этом, начать мечтать хотя бы, да? Вот, дать себе возможность как бы реализовать, да хотя бы в своем воображении допустить, что вы можете получить то, чего вы вот желаете вот глубоко и даже не верите в то, что возможно. Да? Вам кажется, что вы должны там детям, вы должны родителям, вы должны там супругу и так далее, друзьям, но все время забываете о себе. Вот карта говорит о том, что вы можете долгое время вот в таком состоянии двойки мечей оставаться, а пока вы не захотите что-то для себя. Это выведет вас на нужный путь. А теперь посмотрим, что ждет в отношениях. Тройка мечей у нас выпадает. Карта говорит о том, что в отношениях непросто. Скорее всего, трудно принять решение. Здесь у нас двойка мечей на день и тройка мечей на отношения. Да? То есть опять слишком много думаем, слишком мало действуем, да? Или долго остаемся в непринятии какого-то решения. Разум одно, чувство другое. То есть нужно, конечно, чтобы все было в, как сказать, в гармонии, да. Ну, посмотрите, даже вот эта карта, тройка мечей, вот ее все ругают, да, что она такая плохая для отношений. А посмотрите как. Мечи все очень как бы правильно входят в сердце, ровно, да. То есть они как бы распределены. И вроде бы получается, что это мысль слова, да, это чувство, но все-таки позитив какой в этом? Вы можете подчинить свои чувства разуму, а разум чувствам. И тогда будете чувствовать себя очень счастливо. Вам будет комфортно, и вашим близким с вами рядом будет комфортно. То есть эта карта не говорит о том, что вам обязательно плакать придется, да? А карта, наоборот, требует, чтобы мы привели свои чувства и разум в гармонию. Потому что мы всегда хотим одного, а делаем совсем другое, говорим третье, да? Вот о чем эта карта. То есть нужно, чтобы мы были искренние, правдивые. Вот что есть у нас в чувствах, то об этом мы должны говорить, и это же должны и делать. Вот, чтобы все это было на благо нам и нашим близким людям. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Вот как раз вы можете встретить человека, который очень глубоко и как-то искренне будет к вам относиться. Да? Вот это вот самая настоящая любовь, романтика и все прочее. Для тех, кто в паре, туз пиковый. Вот еще одно подтверждение, да, у нас вот этой карты, что мы будем очень эмоциональны, слишком эмоциональны и совершенно отключаем разум. И в этом проблема, конечно же. Вот карта говорит о том, что у вас может быть какие-то соблазны, да, у вас могут быть какие-то, знаете, увлечения, которые
ну, уводит вас там от вашего партнера, от семьи и так далее, да. И вот из-за этого могут быть большие проблемы. Нужно понять для себя, что вы вообще хотите. Вы хотите вообще с этим человеком быть? Он вам дорог? Или вы хотите развлечений? Вот нужно понять, что вы действительно хотите, и уже в соответствии с этим действовать. Потому что иначе вас будут вести сегодня только лишь эмоции и чувства, и все. То есть, а потом вы можете очень горько пожалеть о том, что натворили, да? Так, для тех, кто в ссоре, король пиковый, карта говорит о том, что у вас как раз все мирно может закончиться, да? Теперь работа, туз жезлов, у вас какой-то очень хороший потенциал на работу. Может быть, действительно для кого-то новая работа, для кого-то повышение, для кого-то новый проект. Но очень хорошая карта для работы. Для тех, кто в поиске работы, вот вы можете интеллектуальную какую-то работу получить. Или, может быть, закончится наконец-то ваша неопределенность, да, вот дастся вам шанс для того, чтобы вы, наконец, нашли ту работу, которая вам подходит. Еще, знаете, вот эта карта очень часто говорит о том, что у нас какие-то иллюзии есть. Вот, видимо, ту работу, которую вы ищете, она вам или не подходит, или вы, может быть, не совсем понимаете, в чем она заключается. В общем, что-то здесь вот у вас какой-то самообман. И вот сегодня вы, скорее всего, поймете, какую именно вам работу нужно. Или вам придет именно та, которая вот действительно будет вас там поить, кормить, развивать и так далее. Для тех, у кого есть уже работа, девятка червовая, карта говорит о том, что у вас действительно тут что-то новое, какие-то перемены очень хорошие, очень большие происходят. И, скорее всего, это будут перемены либо даже самой работы, да, либо перемены в вашем близком круге, в коллективе. А может быть, даже и руководство тут будет меняться. Или вас, допустим, будут в командировку, может быть, посылать, потому что здесь вот движение у нас, да, продвижение. Ну и, в принципе, то, что нас радует. Для тех, у кого свое дело, дама пиковая, карта говорит о том, что для вас начинается какая-то новая светлая полоса, такое благополучие, да, то есть период благополучия, когда вы начнете зарабатывать, когда у вас будет возможность проявить себя, когда есть возможность поехать куда-то, заключить какие-то новые контракты и так далее. То есть расширение какое-то идет, улучшение. И если была какая-то тяжелая ситуация вот с работой, то здесь вот все уже начинает улучшаться. Для финансов выпадает император. Это карта достаточности денег, да, но их нужно обязательно контролировать. И заботиться о безопасности денег тоже. Для тех, кто работает на зарплату, шестерка пиковая, возможно, будет вот как раз зарплата или дотации какие-то от государства вы можете получить. Возможно, придется какие-то справки собирать здесь. Для тех, у кого свой бизнес, десятка червовая говорит о том, что вы можете получать деньги как сами, так и от семейного бизнеса. Или, может быть, ваши партнеры, ваша семья, родители, вот вам тоже как-то, ну, как бы в общий, как сказать, кошелек вносят свои суммы денег, да, то есть у вас как бы достаточно денег, но они не только ваши, они вот общие. Общее благосостояние такое. Королева жезлов – это неожиданности дня. А это значит, что вы будете, скорее всего, удивлены тем, что, несмотря на какую-то нерешительность, может быть, в начале дня, да, вы наконец-то сможете разрулить какие-то важные для вас ситуации, остаться вот как бы... Вернее, начать управлять своей судьбой, решить какие-то важные для вас вопросы. Причем это будет довольно-таки легко сделать. Может быть, появится человек, который вам в этом поможет. Может быть, вы сами будете таким человеком. Но в любом случае, вот прям разрешение ситуации в ваших руках, и это реально вас удивит, да, то есть вы, может быть, немножко тут совсем измените свое мировоззрение, может быть, совсем немножко как-то попробуйте по-другому думать, более позитивно, да, и вот уже такие изменения у вас. Так, давайте посмотрим итог дня. Валет трифовый. Карта говорит о том, что вы действительно вот по окончанию этого дня вы выбросите из своей жизни все, что вам не нужно. Вот еще у нас одно подтверждение, да,
То есть уйдет все лишнее, что вам мешает расти, развиваться, быть счастливыми и так далее. Кроме того, здесь может быть какая-то, может быть, ссора, спор какой-то в конце дня. Лучше, может быть, здесь как-то в физическую, может быть, активность направить это напряжение, да, может быть, там прогуляться перед сном, пробежаться, может быть, да, вот чтобы не поспорить, не поссориться. И еще вот какие-то, знаете, вот по этой карте очень часто бывают отклонения от нормы. Ну, допустим, съесть больше, чем положено, выпить больше, чем положено и так далее. Потом сексуальность идет по этой карте. То есть, ну, в любом случае смотрите, чтобы все было в меру, и тогда у вас день пройдет просто замечательно. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.